В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшек Шара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В рамках инвестпрограммы объявлен открытый конкурс на капитальный ремонт ряда объектов. И вновь об НДС съезд Ассоциации предпринимателей Абхазии. Борется с 6 болезнями одновременно. В республику завезли новую вакцину. Ограничения на подачу электроэнергии сняты по всей Абхазии. Как сообщает пресс-служба Черноморэнерго, были проведены российско-грузинские переговоры по покрытию дефицита электроэнергии. В результате экстренной ситуации на Ингургэс, связанной с критическим понижением уровня воды в Джварском водохранилище, возник дефицит электроэнергии. В республике были введены веерные отключения. Были проведены абхазо-российско-грузинские переговоры по покрытию этого дефицита. Сторонами разработана модель поставок электроэнергии, произведенной в России на территорию Республики Абхазия. Это позволило избежать полной остановки электроснабжения в марте, а также в полном объеме обеспечить Абхазию электроэнергией до начала паводка. С 16 февраля ограничения на подачу электроэнергии сняты по всей территории Абхазии. Объявлен открытый конкурс на капитальный ремонт ряда объектов. На втором заседании конкурсной комиссии при Министерстве экономики Абхазии утверждены 20 объектов, подлежащих ремонту и реконструкции в рамках инвестпрограммы на 2015-2017 годы. Срок подачи заявок – 15 дней. Более подробно с условиями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте Министерства. Репортаж Елены Лолова. На конкурс выставлены 20 лотов, прошедших экспертизу в Сочи. Это объекты систем водоснабжения и водоотведения, расположенные в 5 районах страны – Сухумском, Гулрипском, Ачимчирском, Куарчальском и Галском. Желающие принять участие в тендере должны поторопиться. На сбор документов и подачу заявок дается 15 дней. Соискатели должны обладать опытом работы с собственными средствами и материально-технической базой. Оценивать застройщиков будет специальная комиссия по бальной системе. Есть конкурсная документация, там предусмотрена по многим параметрам бальная система. То есть, допустим, заявитель готов это реализовать, определенный лот немного дешевле. То есть он наберет больше баллов или в сроки больше баллов. Влиять вот так со стороны не получится. Качество строительных работ и расходование инвестиционных средств будет оценивать и контролировать Управление капитального строительства Абхазии. Процедура такая: соискатель, выигравший конкурс, мы его отправляем в УКС, он заключает контракт, и в контракте все условия будут прописаны, и отслеживать за ходом реализации строительных работ будет УКС. Важная деталь, на которую члены комиссии обращают внимание соискателей. Шансы выиграть конкурс резко возрастают у тех строительных фирм, которые готовы использовать строительные материалы, закупленные в Абхазии, у местного производителя. Было бы очень важно на этом сакцентировать внимание, если есть возможность приобретения, я не знаю, материалов, сырья, необходимых для производства работ, производимых в Абхазии, мы, наверное, будем акцентировать внимание именно на том, что именно в Абхазии они будут приобретаться. Но у нас многие очень нацелены бывают на то, чтобы приобрести ее за пределами Абхазии, но мы будем поощрять тех, кто будет приобретать именно в Абхазии. В конкурсе могут принять участие любые строительные фирмы, зарегистрированные на территории нашей страны. С момента объявления конкурса интерес к нему проявили 16 строительных организаций. А общая сумма, которую предстоит освоить подрядным организациям, составляет более 4 миллиардов рублей. Елена Лолова, Артур Каландия, Абхазское телевидение. Как новая редакция закона об НДС повлияет на развитие предпринимательства в Абхазии? Об этом говорили представители Ассоциации предпринимателей на первом съезде новой организации. Подробности в репортаже Налы Мукба. Сотни представителей малого и среднего бизнеса со всей республики собрались вместе, чтобы обсудить новую трактовку закона об НДС. По словам председателя Ассоциации предпринимателей Абхазии Романа Кочарава, документ не проработан. В нем не учтены риски абхазских бизнесменов. И даже главный аргумент разработчиков проекта – поддержка местных производителей на деле, по мнению Кочарава, душит бизнес в республике. Все абхазские производители платят НДС 10% от полной стоимости произведенного товара и вносят свой вклад в бюджет страны. В
В то же самое время экспортеры аналогичной продукции освобождены от уплаты НДС. Другой представитель ассоциации Вячеслав Библаев в своем выступлении говорил о лепте, который внес малый бизнес в сложные послевоенные годы. По его мнению, государство и предпринимательство взаимозависимы. Налоги платить необходимо, но при этом нет инструкции о том, как будет работать ввозной НДС. Доходчиво объяснить схему действия налога бизнесменам не могут даже налоговики, говорит Библаев. В условиях тяжелого времени малый бизнес, экономическая блокада, извиняюсь, наши предприниматели, преодолевая искусственно создаваемые препятствия, умудрялись доставлять и привозить в Абхазию самое необходимое – продукты и товары первой необходимости. В тех тяжелых условиях фактически зарождался малый бизнес. Предприниматель Эдуард Аргун считает, что закон принят слишком быстро, без учета интересов малого бизнеса. В качестве примера он привел опыт зарубежных стран, где подобные законы прорабатывались десятилетиями, и при этом учитывался обратный эффект на экономику страны. Величина налога должна находиться в соответствии с объемом оказываемых государством услуг. Предприниматели также считают, что вместе с законом о налоге на добавленную стоимость должен приниматься пакет других документов. Свои замечания по поводу новой трактовки закона участники съезда изложили в письме, которое будет направлено президенту страны и парламенту. В нем, помимо прочего, речь идет о создании рабочей группы для решения проблем, связанных с реализацией закона об НДС. По мнению представителей Ассоциации предпринимателей, в группу должны обязательно войти и члены их организации. Нала Мукба, Астамур Гожба, Абхазское телевидение. Сухумскую городскую избирательную комиссию возглавил Аслан Дочия. 16 февраля состоялось первое заседание комиссии, на котором Аслан Дочия был избран председателем. Юлия Гумба его заместителем, Мадонна Квитиния секретарем. Депутатов Сухумского городского собрания будут избирать в 26 избирательных округах столицы. Выборы в органы местного самоуправления состоятся 3 апреля. Ремонт дорог в стране продолжается. В поселке Агудзера Гулрипского района начали асфальтировать улицу имени Бахадыра Багба. Работы здесь ведутся уже несколько дней. Одной из глобальных проблем в нашей стране вот уже много лет остается качество дорог. В Гулрипском районе дороги капитально не ремонтировались ни разу за послевоенный период, а так называемый ямочный ремонт, как известно, недолговечен. Улица имени Бахадыра Багба в районе все эти годы была не в самом лучшем состоянии. Чтобы избежать бесконечные ямки, водителям приходилось выезжать на встречную полосу, а это не всегда безопасно. Пыльная проселочная дорога и местным жителям создавала множество проблем. И вот спустя столько лет дорогу начали восстанавливать. На участке дороги протяженностью 900 метров будет проложен асфальт. Работаем 4-й день, никаких задержек нету, работы выполняются, стараемся качественно, ответственно, стараемся отнестись к ситуации, чтобы народ был доволен и дорога чтобы была нормальная. Восстановительные работы производит 3-е дорожно-ремонтно-строительное управление Дранского района госкомпании «Абхаз-Автодор». Асфальтирование ведется за счет российского инвестиционного плана и республиканского бюджета. Капитальный ремонт дорожного покрытия по улице имени Бахадыра Багба в поселке Агудзера будет завершен в течение недели. Сария Смыр, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В столице на улице Чанба также идут ремонтные работы, которые планируют завершить к маю. Средства предусмотрены российским комплексным планом содействия социально-экономическому развитию Абхазии. В рамках инвестиционной программы запланирован ремонт 16 объектов. По словам генерального директора госкомпании «Абхаз-Автодор» Леонида Лоло, на все работы они уже получили аванс в пределах 30% от общей суммы. Улица Чанба – одна из самых больших и самых разбитых городских дорог. Она берет свое начало у Белого моста и тянется на несколько километров на север города. Многоквартирных жилых домов на этой улице практически нет. В основном здесь частный сектор. В этом году планируется по дорожной инфраструктуре в Абхазии 16 объектов. Это что 3 объекта в Гаграх, Гудауты нет, Сухумский район 1 объект, вот это Чанба, город Сухум 2 объекта, Гулрипский район 3 объекта, Варчал 4 объекта, и Ачимчира 1 объект, и 2 больших объекта. Это Сухум-Ачимчира, это трасса основная, там 50 километров почти, и ракадная дорога в Гале.
Здесь предполагается асфальтобетонное покрытие, расчищены кюветы, засыпан щебень, ведутся земляные работы. Техника подготовлена, сейчас закупается битум. Здесь в основном очень много сейчас пока подготовительной работы. Это водоотводы сделать, подсыпать там, значит, подготовить под асфальт. Планируем, что вот эту улицу мы закончим вот согласно подписанного, значит, графика работ. Подписали и заказчик, и подрядчик, и, значит, вот мы все печати поставлены здесь, все. Должны завершить к концу мая. Почему? Потому что, как вы видите, здесь должно быть стабилизироваться основание. Нужно, чтобы все это было высохло как следует. И мы будем ложить. Тогда вот и май мы завершим. Если раньше по этой дороге трудно было не то, чтобы проехать, но и пройти, то скоро по улице Чанба без каких-либо проблем смогут ездить легковые автомобили. Жители Сухумского района не верят своим глазам, ведь эта дорога 30 лет не видела ремонта и дорожную технику. Буквально через пару месяцев ремонт дороги будет завершен. Хорошо дорогу делают, будет отлично, по-моему. Давно не было такой дороги, как сейчас. По общей смете сумма на ремонт только улицы Чанба составила более 21 миллиона рублей. Дорога будет шириной 6 метров, а ее длина 4 километра. Рената Шакай, Саида Гухава, Абхазское телевидение. В перечень вакцин Министерства здравоохранения Абхазии включен новый препарат Гексоксим. Это комбинированная вакцина, которую прививают от 6 видов заболеваний. Первая партия препарата уже доставлена в республику в рамках гуманитарного проекта международной организации ЮНИСЕФ. Страна-производитель вакцины – Франция. О том, как встретили вакцину в Абхазии, репортаж Асиды Малия. Гексоксим – сравнительно новый препарат, представляющий собой доработанный аналог известного многим пентаксима. Разработчик – французская фармацевтическая компания Sanofi. Сертификат качества в Евросоюзе он получил в 2012 году. Также вакцина одобрена Всемирной организацией здравоохранения. Представитель ЮНИСЕФ Андрей Тулисов представил новый препарат педиатрам, медсестрам прививочного кабинета и воспитателям детских садов. Он подробно рассказал о свойствах и его значимых преимуществах перед давно известными и используемыми препаратами. Вакцина многокомпонентная. Она применяется против дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита Б, полиомиелита и гемофильной инфекции типа Б. Принципиальное различие от того препарата, которым мы пользовались до сегодняшнего дня, Тританрикса. Этот препарат бесклеточный. Цельноклеточные вакцины всегда дают реакции. Коклюшный компонент дает серьезные реакции, все их боятся, поэтому эта проблема была поставлена, и где-то лет 20 назад начались серьезные разработки бесклеточной вакцины. Появились сначала бесклеточные АКДС, да, потом появились тетравакцины, пентавакцины, и сейчас мы вышли на гексавакцину. В среднем количество реакций должно быть где-то в 2 раза ниже по сравнению с цельноклеточным компонентом. Гексоксим в некоторых странах Европы включен в национальную программу здоровья. Среди них Италия, Германия, Испания, Румыния и Болгария. А с 2014 года препарат стал широко применяться в Украине, Казахстане и Азербайджане. Что касается Российской Федерации, то, по словам Тулисова, 2 года назад рассматривался вопрос о переносе производства препарата из Франции в Россию. Однако договоренность не была достигнута в связи с санкциями против России. Если говорить о средней розничной стоимости препарата, то, к примеру, в Сочи она достигает около 5000 рублей за 1 дозу. Бояться ситуации, что этот препарат будет давать больше реакций, чем отдельные вакцины, не стоит. Потому что никакой доказательной базы под этим нет, то есть не доказано. Плюс сам по себе препарат в связи с тем, что он более новый, он более очищенный по отношению к тем препаратам, которые даже производились 10 лет назад. Главный педиатр республики Ада Абухба отметила, что новый препарат в Министерстве здравоохранения не вызвал недоверия. Более того, по ее словам, в нем есть достаточно важное преимущество. Ревакцинацию, то есть повторную вакцинацию, в 1,5 года уже можно не проводить. Это тоже довольно большой плюс. Гексоксим будут прививать согласно действующему календарю. Важным в вопросе прививки является также осмотр ребенка во избежание нарушения стандартных противопоказаний. Перед прививками готовим детей. Мы обязательно сдаем анализы, обязательно осмотр специалистов. 3 дня готовим детей в плане антигистаминных препаратов, жаропонижающих, осматриваем непосредственно перед вакцинацией детей и только потом отправляем на прививку. Практика вакцинации довольно распространенное явление во всем мире. Вместе с тем всегда актуален вопрос, стоит ли вакцинировать ребенка. Это решение всегда остается за родителями. Асида Малия, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.
Идеальную пару 2016 выбирали накануне в Сухуми. Претендентов было 15. Все они прошли различные этапы конкурса на пути к главному призу – поездки на Красную Поляну. Об участниках и победителях конкурса расскажет Астанда Оторба. Проведение этого конкурса стало уже доброй традицией. Каждый раз организаторы вводят интересные новшества. И этот год не стал исключением. Было решено организовать торжественное мероприятие с национальным колоритом, а именно театрализованную постановку «Привод невесты в дом жениха». Организатор праздника Наталья Сергеева рассказала, как проводится отбор участников и какие правила были введены в этом году. Сегодня заканчивается 4-й по счету конкурс «Идеальная пара». В этот раз он отличался от остальных конкурсов предыдущих тем, что мы принимали к участию не только молодоженов, но и пары со стажем семейной жизни. Это еще лучший пример для молодежи, когда люди столько лет сохраняют уважение, любовь друг к другу. Победителей определит СМС-голосование. В этом году в конкурсе приняли участие 14 молодых пар, а также одна пара с 16-летним стажем совместной жизни. Кому, как не им, известны секреты семейного счастья, которыми они могут поделиться с молодыми. Мы люди по натуре азартные, энергичные и с удовольствием принимаем участие в этом конкурсе. И я желаю всем парам молодым, которые только начинают жить, чтобы они всегда стремились слышать друг друга, радовать друг друга, удивлять друг друга, потому что неуловимые года остановить не в нашей власти. Так пусть же будет так всегда. Чем больше лет, тем больше счастья. Как и в прошлом году, мероприятие украшали модели в платьях из коллекции молодого дизайнера Фатимы Хатшуковой. После двухчасовой развлекательной программы наступил кульминационный момент, ради которого все и собрались. Было остановлено СМС-голосование и названа лучшая пара года. Это набравшие наибольшее количество голосов Амина Гумба и Ливан Корчава. Им был вручен главный приз «Поездка на Красную Поляну». Я ни разу там не был, честно говоря, но я думаю, будет очень красиво, очень весело. Ожидается в марте поездка. Да. Мы уверены, что привезем кучу позитивных эмоций, кучу фотографий. Я думаю, отдых будет надолго запечатлиться в нашей памяти. Близким, родным, семье, в первую очередь друзьям огромное спасибо. Если бы не они, победа была бы не наша. На втором месте пара Оксана Читанава и Борис Лазба, а замыкают тройку победителей Амра Ванача и Тенгиз Авицба. Астанда Оторба, Беслан Шинжерия, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, на территории Абхазии ожидается переменная облачность. Днем без осадков. Температура воздуха ночью плюс 11-13, днем плюс 15-17 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.